Аслан Георгиевич, добрый вечер. Я приветствую вас в Яшеве. Не скрою, что хотела встретиться с вами и поговорить об энергетике, о проблемах энергетики, о путях выхода из сложившейся ситуации сразу после прямого эфира на Абхазском телевидении. Но вот так сложились обстоятельства, что мы говорим только сейчас. Эфир прямой на Абхазском телевидении, в котором участвовала министр экономики, вице-премьер Кристина Озган. Лично меня шокировало. Я не знаю, кто как воспринял эту передачу. И там прозвучало, при всем том хаосе, который там происходил, там прозвучало ряд очень важных вещей. На мой взгляд, безусловно, удивило то, что человек, который отвечает сегодня за происходящее в энергетике, человек, который курирует энергетику, человек, который, собственно, иногда народу, гражданам Абхазии рассказывает о том, что делается в части, касающейся энергетики, не отвечала на вопросы, собственно, ничего не рассказала нового. Там прозвучали какие-то обвинения и так далее, да, но вот во всем этом хаосе есть ряд вещей. И я бы хотела, чтобы сегодня мы так обстоятельно поговорили, вот вы, я вижу, подготовились, да, и с цифрами в том числе, если это возможно. Итак, в последнее время мы слышим все время цифру 900 миллионов рублей, которые необходимо Абхазии найти за российский переток, заплатить. Большая часть населения считает, что 900 миллионов рублей – это сумма, которая вот все, всю зиму и часть весны мы пройдем, никаких проблем не будет. Я бы хотела, чтобы мы поговорили о перетоке за 900 миллионов рублей, и вы, как человек, который много лет проработал руководителем Черноморэнерго, сказали, вообще это норма по 900 миллионов рублей платить за электроэнергию? Здравствуйте, Нисфа. На самом деле очень приятно, что вы меня пригласили. Я бы тоже хотел бы дать небольшую оценку тому эфиру, который у нас был на Абхазском телевидении. Для меня это тоже был своеобразный опыт. Честно говоря, я планировал, что у нас будет более предметный разговор все-таки с людьми, кто курирует энергоотрасль, да, со стороны государства и так далее. Но, к сожалению, большому, что получилось, то получилось. Поэтому даже с учетом этого эфира, я думаю, что в развитии мы можем спокойно пообщаться и поговорить, ссылаясь действительно на цифры, на документы и на ряд каких-то вещей, которые, наверное, сегодня будут произнесены. Соответственно, 900 миллионов рублей. Откуда берется такая цифра? Она всегда исходит из того дефицита, который требуется для Республики Абхазия в киловатт-часах. На сегодняшний день государство, из того, что мы слышим из открытых источников, нуждается в 900 миллионах рублей для прохождения ноября месяца и декабря месяца. То есть речь идет о сумме, которая нужна для прохождения исключительно до Нового года. Это 2, даже 1,5 месяца. Но, к сожалению, большому почему-то не прозвучало в эфире, что уже в этом году тратились деньги еще на переток. Это был конец весны, и тратилось порядка 90 миллионов рублей. И речь идет приблизительно о перетоке в 25-30 миллионов киловатт-часов. То есть 900 или 930 миллионов рублей, я не знаю, сколько там они насчитали, по каким тарифам, это озвучивалось в парламенте, плюс эти 90 миллионов рублей, фактически миллиард рублей у нас нужно для того, чтобы мы прошли этот год. Но как только этот год закончится, у нас наступает следующий год. И в рамках следующего года мы слышали от властей, что существует некий социальный переток, то есть прямыми обычными словами это бесплатный переток, как они во всяком случае нам говорят, в 300 миллионов киловатт-часов. Для обычного слушателя я бы хотел бы сказать, что он же слышит часто в зимний период времени, когда холодная зима, что у нас потребление 9-10 миллионов в сутки киловатт-часов, 12, 13. Соответственно, если взять эти 300 миллионов киловатт-часов, речь идет о, если холодная будет погода, речь идет об одном месяце. То есть, предположим, похолодает с начала
года нового, и 300 миллионов киловатт-часов мы закончим в конце января. Если не похолодает, в середине февраля, предположим. Но после января наступает февраль, март и начало апреля. Да? Мы не знаем, когда будут паводки, когда появится вода в водохранилище уже в соответствующем объеме. Но и тут возникает вопрос, где взять дополнительные, я как вижу, приблизительно 500-600 миллионов киловатт-часов. Если это перемножить на тот тариф, о котором сейчас идет речь, 500, давайте, миллионов возьмем за основу и перемножим приблизительно на 4 рубля. Там 3 рубля 90 копеек. То есть это еще 2 миллиарда рублей. То есть вот такая аналитика жесткая, но это правда. Кристина Константиновна Мозган на эфире очень интересную фразу сказала. Честно скажу, я не ожидала ее услышать. О том, что собираемость упала из-за поднятия тарифа. Руслан Георгиевич, насколько это соответствует действительности, в том смысле, что это вообще так, и в сравнении с предыдущими годами, вообще насколько упала собираемость? Чтобы быть корректным, давайте я начну по собираемости в процентном соотношении с года, с которого я начал работать. Я начал работать в ноябре 2014 года, 21 ноября. И все-таки в 2014 году собираемость составила 55,7%, в 2015 году 56,2%, в 2016 году 56,3%, в 2017 году 55,8%, в 2018 году 57,7%, и в 2019 году 53,44%. Я когда говорю «и», это через запятую, сотых. Соответственно, в 2020 году был легализован майнинг криптовалют. В 2020 году собираемость 40,3%, то есть уже падение по сравнению с предыдущим годом фактически на 14%. В 2021 году 34,9%, в 2022 году 41,7%. Хочу напомнить, что в 2020 году упала собираемость. Новые тарифы появились в 2021 году. То есть говорить о том, что из-за поднятия тарифов упала собираемость, не приходится. Это, кстати, энергетики тоже озвучивают, что самой главной проблемой явилась легализация майнинга криптовалют. И в рамках этого разреза только после этого подняли цены за тариф. Конечно же, тариф тоже повлиял на то, что собираемость упала. На ваш взгляд, разные мнения бытуют, что тариф завышен, кто-то говорит не завышен, это совершенно оптимальная такая цифра. Ваше мнение об этом и сколько сегодня вообще платит наш потребитель? То есть, и за что? Вы знаете, я и в эфире сказал, что тариф завышен. Я всегда, когда проводил работу свою, функциональные обязанности свои реализовывал, я говорил о том, что тариф, конечно, надо поднять. Это написано в любых аналитических справках, я писал это в различные инстанции, структуры, но никак не ожидал того, что тариф может быть поднят до уровня, в 2026 году, до 2 рублей 70 копеек. Я уже сказал и дал оценку тому, что это грабительский тариф. И в наш период времени, кстати, накануне того, как я уже уходил с работы с Черноморэнерго, мы рассчитали, что тариф достаточен для физических лиц 1 рубль 20 копеек. Речь не идет о бизнесе, речь идет о физических лицах. И причем мы не были сторонниками того, чтобы этот тариф сразу наступил, и люди стали платить сразу рубль 20. То есть это нужно было растянуть и так далее, чтобы рано или поздно пришло к 1 рублю 20 копейкам. То есть максимальная планка? Максимальная планка. Понятно, что что-то может произойти через 5 лет, через 7 лет. Здесь масса факторов. Но тем не менее, представьте разницу между рубль 20 и 2,70. Это же колоссальная разница. Мало того, я бы хотел сакцентировать внимание на том, что такие тарифы существуют в Российской Федерации в некоторых регионах. Я это тоже сказал в эфире, но еще раз говорю. И ценообразование в той же Российской Федерации, оно происходит совершенно иным способом. Если мы сегодня получаем электроэнергию, львиную ее долю с Ингургеса, и мы не платим за производство этой электроэнергии, то есть за генерацию,
Российской Федерации, в том числе в этом тарифе сидит цена за производство электроэнергии. Так вот у меня вопрос, кому мы будем переплачивать те деньги, которые по факту нам заплатить никому не надо? И все-таки хотелось бы в цифрах сказать. Вот речь идет о повышении тарифов. Вот я взял и просто рассчитал. Вот в случае, если у нас домовладение потребляет порядка 5 киловатт, обычно речь идет о какой-то квартире в зимний период времени. Я бы хотел сказать, что вот сейчас буквально через месяц, да, с января месяца у нас тариф поднимается для однофазного потребления до рубля 40 копеек, для трехфазного до рубля 80 копеек. Значит, однофазное потребление порядка 5 киловатт расхода – это 5124 рубля в месяц. Трехфазное – 6588 рублей за месяц зимний. В 2025 году, пожалуйста, 1 рубль 70 копеек однофазное, обычный человек будет платить 6222 рубля. В месяц. В месяц. Тариф трехфазного потребления в 2025 году 8052 рубля. В 2026 году тариф за однофазное потребление 2 рубля. Это порядка 7320 рублей. Обычное домовладение, квартира. Трехфазное потребление в 2026 году 2 рубля 70 копеек. Значит, домовладение будет платить в месяц, в холодный месяц, 9882 рубля. То есть это такая как бы пометка. Я вот для себя взял, что прожиточный минимум, во всяком случае, на сегодняшний день в Абхазии 9300 рублей. Ну, в районе 9300 рублей. А за электроэнергию уже с начала года обычный гражданин, если у него установлены приборы учета, автоматизированные, да, должен платить самый минимум порядка 5000 рублей. Как им выживать? И хочу сказать о том, что сегодня, наверное, надо отдать должное, у нас население, наверное, не очень хорошо платит, но когда им установят приборы учета автоматизированные, там невозможно будет не заплатить. И изыскать эти деньги придется. Поэтому, когда мы говорим, что поднятие тарифа до такого уровня, до 2 рублей 70 копеек, ударит не только по карману обычного гражданина, ударит еще и по ценам за все товары и все услуги. То есть энергетика, она повлияет на все вокруг нас, то есть на всю экономику. Соответственно, я считаю, что эта информация достаточно важное для того, чтобы наше население понимало, с чем оно столкнется. Аслан Георгиевич, во время эфира Кристина Константиновна не раз задавала вопрос почему-то вам, что было вами сделано за время вашей работы и так далее. Я тут немножко хотела уточнить. Если так коротко, не совсем очень подробно, что вами было сделано все-таки? Нисфа, спасибо за вопрос. Очень тяжело отвечать на вопрос, всеобъемлющий такой вопрос, что было сделано за 6 лет все-таки почти полных работы на любой, наверное, работе. Да, любому человеку тяжело, наверное, ответить на этот вопрос. Но все-таки мы старались систематизировать эту работу и старались делать ежегодные отчеты. Кстати, при мне в Черноморэнерго появился такой вот формат, как открытая отчетность. Я вот вам продемонстрирую, вот здесь вот я взял с собой. Значит, ежегодно мы выпускали отчеты. Это не только в печатном формате, да, вот, например, 17-й год, 18-й год, 19-й год. И эти отчеты вывешивались на сайте РУП Черноморэнерго. Сейчас сайт, насколько мне известно, не работает, но, наверное, когда он зафункционирует, они опять там появятся. Я готов, кстати, вам предоставить эти отчеты. Это что касается текущей деятельности. Здесь речь шла о том, значит, о финансах, о платежной дисциплине, о уровне воды в помесячном разрезе, о том, куда тратятся эти деньги, о том, какой источник финансирования этих денег, о том технически, какое количество работ проведено в течение года. Ну вот просто как пример я хочу вот зачитать, вот за 2019 год, предположим, отчет. Да? Вот в отчете за 2019 год сказано, что трансформаторов установлено там новых 66, но, предположим, по сравнению с предыдущим годом там уменьшение, 82 было в предыдущем, в 2017 году было 115. Предположим, там КТП установлено было там 18 штук.
Да, расчищена трасс 743 километра трасс. Ну, вы уже знаете, уже наше население знает, что нужно расчищать под проводами и линиями разного класса напряжения. Предположим, провода всего, например, алюминиево-стального 117 километров было, значит, реализовано, то есть реконструировано. Да? Провода СИП порядка 20 километров, значит, кабеля порядка километра и так далее, не считая уже высоковольтных сетей. То есть вот я могу просто пролистнуть, вот все эти странички – это описание того, что сделано за год на каждом объекте энергосистемы. Это текущая наша работа. Мало того, вот мы одну часть инвестпрограммы успели, значит, сделать такой каталог. Здесь речь идет о 14 объектах крупных энергосистемы, о подстанциях. Из 42 подстанций, 9 подстанций в мой период времени были приведены в порядок за счет денег инвестпрограммы. Порядка, значит, 14 было спецтехники, значит, различных форматов приобретено. Был проведен канал связи и телемеханики, то есть это видеостена 6 на 2 метра и так далее, с, значит, каналом связи верхнего и нижнего уровня. То есть подстанционную часть оборудования мы начали видеть. Мы начали видеть нагрузки на больших подстанциях, таких как Сухум-1, Сухум-2, Баслат и так далее, и так далее. И часть инвестпрограммы мы просто физически не выпустили, но эти все данные есть, я могу вам их предоставить. И считаю, что телезрители, ну, наверное, их обременять такой информацией не надо. Кому будет интересно, если у вас будет возможность, разместите, пожалуйста, это в интернете, для того, чтобы они имели возможность оценить, в том числе и не только мою работу, а работу энергетиков. Я не могу сказать, что это делал я. Я говорю о том, что это делала структура Черноморэнерго в тот период времени, когда я ей руководил. Мы слышим о том, что в 2020 году потребление электроэнергии выросло на просто колоссальную цифру, на 1 миллиард киловатт-часов. А вы еще работали в Черноморэнерго полгода. Почему? Ну, в 2020 году я скажу так, что потребление Абхазии выросло где-то на 500 миллионов киловатт-часов. В 2021 году уже на миллиарды, и мы от этого миллиарда вот еле-еле сейчас, как нам во всяком случае говорят, пытаемся там отойти. И самое интересное, наверное, заключается не в том, что это же факт, что в 2020 году потребление выросло. Потребление выросло на 21%. В 2020 году и в 2021 году еще на такое количество, что если сравнить 2019 год с 2021, то речь идет о увеличении потребления Абхазии на 1 миллиард киловатт-часов и на 40 с лишним процентов. То есть таких скачков никогда не происходило. И мы все понимаем и отдаем себе отчет в том, что речь идет о легализации майнинга. И в рамках легализации майнинга, ну, что происходило? 2020 год, все-таки хочется и политические события напомнить, что в начале года, ну, произошел очередной фактически переворот, да, сменилась власть, в хаосе все структуры и так далее. И тем не менее мы старались держать энергосистему под контролем. Я вот хочу сослаться на письма, которые и в то время, и до этого мы писали постоянно в различные структуры, в силовые и так далее. Но приблизительно терминология одинаковая. Я вот одно из писем вот в адрес Службы государственной безопасности сделал, что в связи с изложенным сообщаем вам, что деятельность, связанная с цифровой обработкой данных, майнингом, либо иным схожим занятием, представляют собой серьезные дополнительные нагрузки на без того перегруженные электрические сети Республики Абхазия и может привести к тяжелым последствиям в отрасли. Ну, в то же время, вот перед тем, как я покинул свой пост, я писал, конечно, на имя вице-премьера, министра экономики Кристину Озган. Зачитаю концовку. На сегодняшний день, Рубчи, я говорил о том, что майнинг, значит, очень вредоносен, что был запрет на данную деятельность. И на сегодняшний день Рубчерноморэнерго зачастую не в состоянии подключать объекты реального сектора экономики вследствие ограниченности мощностей,
А энергозатратная деятельность в сфере цифровой обработки данных, майнинга криптовалют, еще более усугубляет тяжелую ситуацию в энергосистеме Республики Абхазия. В случае непринятия срочных мер по отключению нелегальных потребителей электроэнергии к осенне-зимнему периоду нагрузки на электросети Республики Абхазия станут неконтролируемыми, что может привести к полному обесточению значительной части территории Республики Абхазия с непредсказуемыми последствиями. Ну, это официальная переписка, да. Хочется сакцентировать, что, к сожалению, большому, после в том числе таких писем, множества бесед и так далее, майнинг был легализован, и у нас пошел всплеск, еще больше всплеск потребления. Хочу, кстати, сослаться в том числе на письмо руководителя Черноморэнерго до меня, Резо Платонович Зонтарио, пишет тоже в свое время на вице-премьера, председателя энергетической комиссии Страничкина, на министра экономики Иродиана. Я просто в некоторых форматах. Это 2012 год, 9.07.2012 год, что в 2011 году доход Черноморэнерго за потребленную электроэнергию составил всего 80 миллионов рублей. В то время как необходимая валовая выручка на содержание сетей Черноморэнерго должна составлять более 1 миллиарда рублей. Дешевая электроэнергия развращает население, которое перестало экономить электроэнергию в полном объеме оплачивать за нее. А объем потребления на душу населения в Абхазии уже более чем в 3 раза превышает объем потребления в соседнем Краснодарском крае. Рост потребления электроэнергии в республике составляет более 15% ежегодно. То есть это пишет даже до меня, да, руководитель энергоотрасли о том, что нагрузки даже тогда были достаточно серьезные. И как можно было в тот период, когда и так энергосистема нагружена, мы тогда потребляли в год порядка 2 миллиардов киловатт-часов. То есть даже тогда было сложно. Но и на такую энергосистему еще 1 миллиард киловатт-часов потребления. Ну, в денежном выражении миллиард киловатт-часов. У нас сегодня каждый год дефицит миллиард киловатт-часов. И если это перемножить на те деньги, по которым мы сегодня, как нам рассказывают власти, должны там 3 рубля 90 копеек заплатить, да, то это почти 4 миллиарда рублей. Кстати, в тот же период времени я вот хочу сакцентировать, что я писал на президента объемную очень справку. Она у меня здесь, она на 14 страницах, где я фактически прямым текстом предостерегаю, что нельзя этого делать, да, нельзя легализовывать майнинг. У меня здесь глава «Вопрос легализации подключения объектов, занимающихся цифровой обработкой данных в скобках майнинга криптовалют». Буквально какое-то время ваше займу. Если рассматривать майнинг, на сегодняшний день такая постановка вопроса чревата полной потерей отрасли в целом из-за нормативно непредусмотренных нагрузок. Не говоря уже о том, что при резком увеличении потребления в Республике Абхазия у грузинской стороны встанет вопрос рентабельности использования генерирующих мощностей, то есть ингургеса, находящихся на территории Республики Абхазия. Они периодически поднимают вопрос того, что могут построить там приплотимую ГЭС, мы это понимаем, да, то есть если их доля будет так системно уменьшаться. Для решения легализации подключения объектов, занимающихся майнингом криптовалют, упрощаю, необходимо решить как минимум 3 задачи. Я пишу на президента. Решить вопрос увеличения нормативных характеристик передающих магистральных высоковольтных линий. Вопрос дефицита. Второе. Вопрос дефицита водных энергоресурсов в Джварском водохранилище в зимне-весенний период. И вопрос увеличения доли распределения между Абхазией и Грузией. Дальше идет аналитика того, что ни один из этих вопросов решен быть не может за месяц или за 2. И, естественно, речь идет о том, что легализовывать майнинг просто по определению не просто нельзя было, а это была преступная халатность, либо я уже тоже склоняюсь к тому, что это было сделано специально. На прямом эфире Кристина Константиновна Мозган как-то очень так странно, немного обвиняя, но и при этом не совсем до конца проговорила о некой задолженности в 31 миллион рублей завод железобетонных изделий, это Гагарский, Зубский имеется в виду. И как там так вас спрашивала, там же майнинг был, что вы сделали?
но не в качестве объяснения, а просто я пытаюсь понять, в чем конкретно вас пытался обвинить министр экономики? Ну, вообще удивительная ситуация, Нис, просто удивительная. То, за что людей надо хвалить, пытаются преподнести, что с нашей стороны было что-то преступное, да? Представьте ситуацию, вы отгрузили товар. И представьте, что за этот товар вы сразу деньги не получили, но вы в отсрочку отдали этот товар. Соответственно, между вами и тем, кто потребил этот товар или забрал, появляется документация. В рамках этой документации у вас формируется долг, который, предположим, там, покупатель электроэнергии сформировал перед вами. Естественно, этот долг показывает структуру, что этот объект, определенный объект, должен Черноморэнерго эти вот деньги. То есть совершенно правильно было сделано все. Мало того, это такой своеобразный был объект, который питался вот по одной линии, питалось население от него, и этот же объект, с советских времен это было так. И когда мы пытались повлиять как-то на этот объект, естественно, мы на него повлиять не могли, потому что пришлось бы всю линию отключать от подстанции. А если бы мы отключили бы всю линию, пострадало бы население. Соответственно, мы когда провели работы и переключили это население на другую линию, у нас появилась возможность влиять на этот объект. И мы периодически отключали эту линию и так далее, выставили, собственно говоря, выставляли этот долг. И как только дождались уже официального запрета в сетях, кстати, мы были инициаторами вообще этого запрета, то, естественно, мы выставили долг. Теперь у меня, я там же на эфире, если вы обратили внимание, задал тоже вопрос, на который я тоже не получил ответа, к сожалению, большого. С 2020 года вот в 2021 году уже 1 миллиард киловатт-часов потребляет Абхазия, и мы все понимаем, что речь идет о майнинге. 1 миллиард киловатт-часов. При пересчете на тариф за майнинг, который появился у нас после 2020 года, это 1 рубль 30 копеек. Это 1 миллиард 300 миллионов киловатт-часов. Так вот, я хотел задать вопрос. Кому выставили счета? Где эти потребители электроэнергии, кому выставили счета и какие долги выставили? Либо второй вопрос я там же задал. А где деньги? Либо эти деньги разошлись по карманам. То есть, представьте, официально мы показываем долг всего лишь 31 миллион рублей. Да, это большая сумма. А здесь речь идет о 1 миллиарде 300 миллионов рублей. Но покажите, кому кто должен. Покажите или покажите, кто из них заплатил. Кстати, утверждение о том, что за майнинг мы не получали оплату, это не так. За майнинг платили. То есть мы находили объект, отключали его. У меня, кстати, в том числе с собой есть какие-то документы. То есть это акты безучетной, безучетного потребления и оплаты. То есть мы отключали этот майнинг, получали какие-то деньги с тех, с кого мы могли получить. С кого не могли получить, мы выставляли, конечно, долги и счета. Получали какие-то деньги, имеется в виду? За электроэнергию, за потребление электроэнергии, конечно. То есть если мы видим неучтенного абонента, мы ему выписываем акт без учетки, по которому он обязан оплатить в адрес Черноморэнерго. Майнеры в наш период тоже времени были от 17 до 26 объектов. Но представьте, в момент запрета, после того, как нынешняя власть опять запретила майнинг, у них на тот момент было то ли 150 с лишним объектов майнера. И говорить о том, что в наш период, в ваш период. Вообще я не понимаю постановку вопроса в ваш и в наш. Энергосистема общая, страна тоже общая. Соответственно, надеюсь на то, что власть не будет продолжать разделение и раскол в обществе, а все-таки займется своими прямыми обязанностями. Опять же, министр экономики, вице-премьер Кристина Константиновна Узган говорила о восстановлении перепадных ГЭС и энергетической безопасности. Причем все это как-то она связывала с тем, чтобы мы не зависели и от России, и от Грузии. Может быть, вы скажете, что имелось в виду, и еще, раз мы заговорили о перепадных, сколько они могут вырабатывать, если бы они работали? Вы уже все слышали о том, что существует 4 перепадных ГЭС. Это часть комплекса всего Ингургэс.
первая из которых работает давным-давно, не работает вторая, третья, четвертая. Соответственно, если взять вторую, третью и четвертую, то их установленная мощность в советские времена была по 40 мегаватт каждая, то есть это суммарно 120 мегаватт. Эта информация в открытом доступе, в интернете, она везде есть. И приблизительное, значит, производство электроэнергии по году порядка 370 миллионов киловатт-часов по году. То есть это все три объекта. Если, грубо говоря, разделить, то каждый из объектов, каждый из перепадных, которые сегодня не функционируют, может произвести до где-то 120 миллионов киловатт-часов. Но, как сказала вице-премьер правительства на этом эфире, речь идет от 80 до 100 миллионов киловатт-часов. Во всяком случае, у них в подсчетах такая история. И когда власть говорит о том, что нужно добиться энергетической безопасности, то есть того, чтобы не зависеть, например, в данном случае от Грузии по энергетике, и поэтому мы восстанавливаем перепадные ГЭС и отдаем какому-то инвестору, может быть, технически не совсем все понимают, что если с Грузии вода не поступит на Ингургэс, это та же вода, которая чуть ниже, да, за счет которой вырабатываются и работают перепадные ГЭС. Говорить в разрезе энергетической безопасности про перепадные ГЭС – это глупость. То есть мы никак не можем не зависеть по этому объекту от Грузии. Так же, как Грузия на данный момент зависит от нас, потому что машинные залы, да, и некоторые гидросооружения находятся на территории Абхазии. По версии Кристины Константиновны Озган, Сухум-ГЭС выдает в общую сеть безвозмездно в самые ответственные моменты практически всю электроэнергию. Более того, будет это делать в любое время, тогда, когда кризис. Ну, как-то вот, я не цитирую дословно, но общий смысл такой. Аслан Георгиевич, расскажите, какие условия у Сухумгэса? На самом деле я не знаю сейчас, что происходит именно, да, сколько выдает Сухумгэс в сеть или не выдает. Я бы все-таки, наверное, коснулся бы другого, что Сухумгэс посредством договора с Черноморэнерго, он был, во всяком случае, в мой период времени, запитывал часть объектов внутри энергосистемы. Мы дали им такую возможность, потому что экономически нужно было поддержать этот объект. И посредством транзита в сетях РУП Черноморэнерго определенным коммерческим объектам в Абхазии они поставляли электроэнергию. Соответственно, это уже не безвозмездная поставка, хочу сказать. Я в цифрах сейчас не могу точно говорить об этом. Кстати, вот я вот на Кристину Константиновну тоже писал в рамках этого, что вот из письма на Кристину Озган от 9.07.2020 года. В связи с изложенным ставим вас в известность, что для рассмотрения возможности заключения договора на транзитную передачу электроэнергии отсутствуют следующие условия, предусмотренные законодательством. Я перечисляю эти условия. Также пишу, что необходимо отметить, что подписание первого договора было осуществлено в условиях отсутствия законных оснований по причине ходатайства руководства Кабмина Республики Абхазия в целях обеспечения условий проверки технологической готовности Сухумгэса и запуска его в коммерческую эксплуатацию. То есть, чтобы понимание было, что я не просто так это сказал. И вторая составляющая, я не знаю насчет безвозмездности, потому что в мой период времени между Сухумгэсом и Черноморэнерго никаких соглашений по безвозмездной передаче не было. Может, они появились после, но я бы хотел сослаться на договор по передаче аренды имущественного комплекса Сухумгэс, датированный, если я здесь не ошибаюсь, здесь я число плохо вижу, январь 2012 года. Да, значит, по которому я бы хотел сакцентировать внимание. Есть такой пункт, он идет в разделе, чтобы быть более конкретным, особые условия настоящего договора. Значит, в этом договоре черным по белому сказано, что арендодатель, то есть Черноморэнерго, на тот момент госкомпания Черноморэнерго, обязуется покупать 100% произведенная арендатором, то есть ООО «Сухумгэс», электроэнергии по цене 8 центов за 1 киловатт-час.
Производить планируется от 70 до 120 миллионов киловатт-часов в год. Соответственно, речь шла приблизительно вот от 5, почти 6 миллионов долларов до почти 10 миллионов долларов в год. То есть получается, что если взять, например, сегодняшние цифры, 8 центов – это 8 рублей за киловатт. И получается, что если бы такой договор сохранился бы, сегодня государство платило бы почти 1 миллиард рублей ежегодно Сухумгэсу, взяв на себя обязательство приобретать 100% электроэнергии от них. Но благодаря вашему покорному слуге весь этот договор изменен, и государство ничего не должно Сухумгэсу. Мало того, не нужно забывать о том, что Сухумгэс – это все-таки объект, который построен Советским Союзом. Да, там инвесторы его восстановили и так далее, он должен функционировать, бесспорно. Да, но говорить о безвозмездности, наверное, не приходится. Ответ на главный вопрос ни за последние несколько лет, ни тем более уж на прямом эфире не прозвучал. И он касается отчуждения этой системы. На ваш взгляд? Нисфа очень, наверное, самый краеугольный вопрос не только этого интервью, а вообще нашего отношения и будущего нашего подхода в строительстве нашего государства. Он заключается в том, что мы не просто говорим, а мы уже отражаем в государственных документах отчуждение стратегических отраслей. Я зачитал на эфире, на прямом, и сослался на программу социально-экономического развития, которую нынешние власти приняли в 2021 году, в декабре, где черным по белому написано, что нужно менять закон об электроэнергетике, да, который мы в свое время вместе с депутатами принимали и который защищает энергосистему от того, чтобы кто-то там частным образом был представлен, да, чтобы это было в частных руках. Прямым текстом написано, что этот закон власти собираются менять. Соответственно, в принципе, наверное, дальше обсуждать что-то никакого смысла не имеет. Когда я в начале интервью сказал, что я теперь склоняюсь к тому, что все, что в энергетике произошло за последние 3 года, вот такой развал и разруха, что это происходило целенаправленно, вот увидев эти государственные документы, программу государственную, статус президентский, да, Министерство экономики, разработчик, то я четко понимаю, что это звенья одной цепи. И если с этим кардинально что-то не предпринимать, мы потеряем экономический суверенитет, а за экономический суверенитет – это часть суверенитета государства. Что мы сегодня и наблюдаем, да, не только в энергетике, но и в ряде других жизненно важных вопросов. Завершая нашу беседу, очень хочу услышать ответ на этот главный вопрос. Что надо сделать с энергетикой? Спасибо за вопрос. На самом деле на таком эфире, наверное, тяжело было бы об этом говорить, но, к сожалению, большому эфир резко закончился. Вы тоже, наверное, имели бы какую-то возможность о чем-то хотя бы поговорить. И я прекрасно понимаю и телезрителей, и наше население, когда они говорят, хватит там, ругаться, еще что-то, предложите выход из сложившейся ситуации. Но вы знаете, выход же по-разному можно найти. Это как у врача, если пациент уже умер, да, или он в коме, выводить его из этой комы в разы сложнее, чем если он только пришел с легким кашлем, правда же? Соответственно, когда кто-то нам рассказывает о том, что нам нужно изобрести что-то новое в энергосистеме, говорит о том, что у нас как-то иначе эта энергетика работает, и законы физики иначе работают, это неправда. На самом деле в энергетике все давным-давно понятно и ясно, в любой энергосистеме страны. Но я хочу все-таки сослаться опять же, на ряд каких-то документов. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы вскользь об этом поговорили во время эфира, что в 2017 году была разработана программа, отраслевая программа, она называется «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Абхазия на период 2017-2021 год с перспективой до 2026 года», разработанной Институтом проектирования энергетических систем города Новороссийска. Что это такое? Это программа по высоковольтной части в быту, да, по передающим сетям с
четким пониманием технических и технологических мероприятий плюс укрупненное финансирование, которое нужно для того, чтобы это реализовать. Мы говорили об этой программе, там было 3 сценария, от 8 до 13 миллиардов рублей, но на самом деле для Абхазии там приемлемые в районе 11 миллиардов рублей. Опять же, это укрупненные цены. Когда мы говорим укрупненные, это из сборника укрупненных цен. Это не значит, что фактическая стоимость такая. Обычно она падает от 15, иногда даже до 70%. Далее была в то же время у нас реализована нами программа, которая называлась «Техническое обоснование капиталовложений для выполнения капитального ремонта и развития распределительных сетей». Это уже касалось низкой стороны в быту, то есть распределительных сетей. И ее стоимость была порядка 9 миллиардов рублей. Опять же, укрупненная стоимость. Значит, мы разрабатывали совместно с проектным институтом Энергопром Ростов-на-Дону. Это 2 программы, по сути, если их суммировать в сумме, то получаются те цифры, которые озвучивает сегодня власть. Да? Вот 20 миллиардов рублей, вот нам нужно 20 миллиардов рублей. Еще раз хочу сказать, что это укрупненные сметы. В практике, когда смета появляется, цены в разы уменьшаются. Это первое. Второе. Значит, это четкие отраслевые программы, по которым можно было уже работать. Ну и возникает вопрос, источник финансирования, да, то есть за какие деньги, собственно говоря, это делать. Я хотел бы еще раз вернуться к справке, которую я писал на нынешнего президента Республики Абхазия, господина Бжаня, до того, как я покинул, значит, свой пост, в котором я, собственно говоря, излагаю вообще концептуальные подходы в энергосистеме. И хочу все-таки, чтобы вы услышали фразы, о которых идет речь. Я, кстати, еще раз хотел бы вернуться к этой программе в разрезе того, что речь идет об отчуждении энергосистем. Пишу на президента. На фоне глубокой изношенности передающих сетей Республики Абхазии ряд абхазских политиков лоббировало передачу высоковольтной инфраструктуры РУП Черноморэнерго публичному акционерному обществу «Российские сети». Однако наша твердая позиция заключается в том, что электроэнергетика Республики Абхазия должна оставаться единой системой в государственной собственности Абхазии, так как в нашем случае прибыль хозяйствующего субъекта не самоцель, а деятельность единого оператора, то есть Черноморэнерго, передающих распределительных сетей Республики Абхазия, претворяет в жизнь социально значимую политику государства по обеспечению населения и экономики недорогой энергией. В случае дробления системы по принципу разных собственников, в том числе из-за рубежа, разрушается указанная ценовая политика, и Абхазия получит тариф, пересчитанный по методологии вновь приобретенных собственников. Так вот, я считаю, что та методология тарифа, которую применили и которая говорит о том, что 2 рубля 70 копеек было, это явно методология, которая писалась не в Абхазии. Теперь, что касается, значит, перспектив, да, развития. По перспективам развития источники финансирования. Есть такой раздел в этом документе. Источники финансирования. Но до этого я бы хотел озвучить, о каких перспективах шла речь в этом документе. До устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия не снимать запрет осуществления на территории Республики Абхазия деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощности единого оператора передающих и распределительных сетей, введенных постановлением таким-то, таким-то, от такого-то числа. Второе, то, что мы сегодня слышим постоянно по телевизору. Утвердить методику расчета экономически и технически обоснованного тарифа на электроэнергию и далее соразмерно субсидировать единого оператора передающих распределительных сетей, либо принять экономически обоснованный тариф с последовательным поэтапным повышением, желательно с определенной градацией по сельским районам и городам. Это было написано летом 2014 года, в начале лета, даже, по-моему, поздней весной. Третье. Добиться снижения потребления путем реконструкции подстанций и внедрения программы по приведению в соответствии с действующими нормами и правилами учета электроэнергии.
с применением приборов учета, имеющих устройство контроля потребляемой мощности и устройство отключения подачи электроэнергии в сеть абонента при превышении установленного лимита, что позволит снизить потребление электроэнергии в среднем на 30% и так далее. Возможные источники финансирования. Я еще раз повторяю, в 2014 году это легло на стол главы государства. 14, а сам уже нет, было 14. Какой 14? 20. Ты второй раз ты говоришь. Там вырежешь. Я там выкину, ты вот этот кусочек еще раз скажи. Просто про... Еще раз напомню, что речь идет о лете. Еще раз напомню, что речь идет о конце весны 2020 года. Возможные источники финансирования. Первое. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Он находится в стадии реализации. Я здесь описываю эту ситуацию. Второе. Собственные бюджетные средства Республики Абхазия. Помимо бюджетных дотаций, компенсации льготной категории потребителей, необходимо утвердить ведомственную целевую программу развития электроэнергии Республики Абхазия. Данный проект постановления готов, необходимо лишь привести его в соответствие к данному временному периоду. И третье. Существовала такая программа на тот момент, речь шла о программе развития ООН, это UNDP, по которой мы уже должны были реализовывать первую программу установки приборов учета и приведения в порядок энергосистемы на $7 миллионов. Кстати, помешало, что выборы осенью 2019 года, потом, естественно, переворот. И, собственно говоря, после этого, когда меня нынешний глава государства позвал, скажем так, посоветоваться, я ему напомнил о том, что почему вы не пользуетесь этими ресурсами, этими возможностями. На тот момент он меня услышал, он даже пригласил этих людей и провел с ними переговоры, даже подарил руководящей женщине цветы. Но, к сожалению большому, этим никто не воспользовался. Теперь уже понимаю почему. Потому что стояла задача и стоит задача вот в официальных документах отдать энергосистему, а не сохранить ее для страны. И что могу здесь добавить? Могу добавить то, что сегодня при существующем тарифе, если собираемость будет приблизительно такая же, как была в 2019-2018 году, то сегодня энергосистема по году как минимум будет получать 1 600 000 – 1 700 000 000 рублей, если собираемость довести до той собираемости, которая была. 1 600 000 000 рублей – это достаточно внушительная сумма. Дальше бюджетное финансирование. И кто сказал, что те 20 миллиардов рублей, о которых идет речь, нужно сразу же достать и сразу же их освоить в течение года? Это не так. Можно поэтапно финансировать энергетику и приводить ее в порядок. По моим расчетам, я думаю, что в течение 3 лет правильного подхода, я имею в виду и политически, и технически, если подойти правильно к развитию энергосистемы, в течение 3 лет мы можем прийти к надежному энергоснабжению в Республике Абхазия. Далее, я бы хотел еще сказать о том, что здесь было в этом документе. Концептуальное предложение здесь такое положение, что разработка и претворение в жизнь экономической модели взаимоотношения с Ингурским гидроэнергетическим комплексом на фоне правильной тарифной политики в стране создает возможность в среднесрочной и долгосрочной перспективе нарастить генерирующие мощности внутри Республики Абхазия для достижения энергетической независимости от Ингургэс. Я здесь речь не веду о том, что это перепадный ГЭС. То есть, если есть тариф, собственно говоря, внутри уже можно будет строить, в том числе генерацию. И, соответственно, произойдет постепенный переход на новый уровень энергетической безопасности Республики Абхазия. В случае возникновения в перспективе военно-политических сложностей в абхазо-грузинских взаимоотношениях, а в случае отсутствия обострения в них, дает возможность наращивания количества экспортируемой электроэнергии на внешние рынки, не говоря уже о более позитивном сценарии. То есть, если мы снижаем потребление, я говорил сегодня на 30%, если бы не было бы такого бешеного майнинга, у нас бы высвободилась электроэнергия. При введении в Республике Абхазия экономически и технически обоснованных тарифов на электроэнергию, экономически и социально обоснованным будет осуществление проекта по газификации Республики Абхазия, что кратно снизит потребление электроэнергии в стране, высвободив тем самым
значительную часть энергоресурсов для реального сектора экономики Республики Абхазия. Почему газификация? Потому что основное потребление в Республике Абхазия приходится на зимние периоды времени за счет отопления. И, наверное, Нисфа, вы много терминов известных услышали, правда, сегодня от меня, которые вы уже 3 года слышите? Ну, мы этим занимались, мы эти справки подавали еще почти в начале 2020 года. Не только на главу государства, но и правительства. Если мы хотим сохранить энергосистему абхазской, нужно идти по этому пути. Если речь идет о том, что мы ничего не можем, кстати, в прямом эфире это прозвучало, да, вот сколько нужно, вот откуда взять эти деньги, да, и мало того, это в документах, это совсем другой подход. И он не говорит об укреплении государства, он говорит о том, что государство будет разваливаться. Поэтому нужно определиться, какое государство мы собираемся строить. Я как гражданин, который переживает за это государство, я бесспорно уверен в том, что мы строим сильное государство, может оно маленькое, но оно должно быть максимально суверенным.